Здравствуйте. В рамках программы «Аргама» обсудим энергетику Абхазии как актуальную повестку нашей реальности. Для государства энергетика – жизненно важная подушка безопасности. Без нее невозможно представить жизнь современного человека. Без энергетики мертва экономика. Ситуация, сложившаяся в энергетической отрасли, трудности последних лет заставляют нас задать себе вопрос, а понимаем ли мы это в полной мере? Осознаем ли мы собственную ответственность в поисках разрешения энергетического кризиса? Без всякого пафоса попытаюсь начать конструктивный разговор о состоянии нашей энергетической отрасли, путях ее возрождения и развития. В обсуждении участвуют представители РУП «Черноморэнерго» Зураб Багапш и Саид Блабба, депутат парламента Беслан Халваш, кандидат экономических наук, экс-генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басари. Зелшаби. Начнем, наверное, с небольшого энергетического, скажем так, прогноза. Наша энергетика с трудом выжила этой зимой. Сейчас ситуация спокойная и стабильная. Но с наступлением жары и, скажем, пика туристического сезона, как может измениться ситуация с энергообеспечением? Добрый день. Нет, безусловно, нагрузка зимнего сезона, она не повторится, потому что зима самый сложный, наверное, из периодов. Но вместе с тем сказать, что все будет безоблачно, наверное, тоже было бы неверно. Прогнозы вообще вещь неблагодарная, и делать их как бы вряд ли стоит. Но стоит, скажем так, оценить ту ситуацию, которая есть, и то, что те нагрузки, которые мы видели летом прошлого года, когда в Абхазии был хороший туристический сезон, они однозначно показывали, что нагрузки растут, и растут очень серьезно. Вот. Они не дотягивают, безусловно, до зимних показателей, но вместе с тем самые туристические наши регионы, Гагринский регион, Пицунда, Сухум, Новый Афон, они, конечно, загружены очень сильно, и это сказывается порой, потому что состояние общей сетей, линейной мощности, трансформаторной мощности, оно как бы оставляет желать лучшего в некоторых регионах. Поэтому, да, безусловно, какие-то сбои могут быть. Вот прошедшим летом такие вещи имели место быть, вот, когда отключалась электроэнергия в момент максимальных нагрузок, потому что, как мы понимаем, когда Абхазию посещают сотни тысяч туристов, это люди, которые разом просыпают, ну, примерно, скажем так, в одно время идут, принимают душ, там стоит нагреватель, они завтракают, это приготовление пищи. То есть есть куча факторов, которые так или иначе влияют на то, что все это будет сказываться. Вместе с тем, скажем так, компания и сотрудники компании предпринимают посильные, скажем так, меры для того, чтобы минимизировать возможные риски, которые могут возникнуть, но от них никто не застрахован. Ну, лето прошлого года нам показало все-таки, что большой объем туристического потока был, и большие проблемы. Сейчас не сравнительно с зимой, конечно, менее сложные процессы проходили в техническом плане, но все-таки сравнительно относительно 19-18 годов, 2021 год очень серьезно показал, что летний период тоже характерные свои проблемы приносит нам в наших сетях. Насколько возможно было подготовиться к этим процессам, мы готовимся, проводим профилактические процедуры, но я думаю, что без каких-то аварий пройти летний период, туристический сезон не получится, но мы максимально будем стараться в сжатые сроки среагировать и возобновлять электроснабжение в тех точках, где будут сбои. Все говорят, что у нас энергетический кризис, у нас вообще катастрофа. И хотелось бы знать, в чем эта катастрофа заключается, что вот происходит и в каком состоянии находится наша энергетическая отрасль. Ну, как вы понимаете, когда у нас линии электропередач 67 года, трансформаторы 50-х годов, то как бы ожидать чуда не приходится. Вместе с тем, безусловно, нужно понимать, что жизнь идет вперед, и энергонагрузка на отрасль, она выросла. Она росла всегда, как бы все послевоенное время, но были факторы, которые более, скажем так, резкий всплеск дали. Если мы говорим про нынешний сезон туристический, то прогнозируют, что он будет самым
загруженным за все периоды, то понятное дело, что даже туристы, скажем так, добавляют расход электроэнергии, добавляют нагрузки на сети. Есть также вопросы, связанные с развитием майнинга криптовалют, которые также повлияли на эту ситуацию. Вместе с тем, есть еще один фактор, который, скажем так, в этом уравнении тоже немаловажное значение имеет. Это то, как абоненты платят за потребленную электроэнергию, потому что у компании есть только единственный источник дохода – это плата за потребленную электроэнергию, ну и какая-то помощь государства, которая есть. Многие знают, что есть еще российская помощь, которая оказывается в рамках комплексного плана, но она, безусловно, полезна для энергетики, но она имеет точечное применение. То есть те денежные средства, которые направлены, к примеру, на реконструкцию по станции БЗИП, либо там, на иные мероприятия в рамках этого комплексного плана, они точечные. И это те денежные средства, которые идут на конкретный объект. Они не идут в энергетику в целом. На иные мероприятия в рамках Черноморэнерго компания как бы зарабатывает сама, либо как бы помощь, которую государство оказывало. Последние 2 года государство закладывало в бюджет денежные средства, которые были существенным подспорьем для компании, благодаря чему можно развивать, скажем так, те направления, от которых раньше мы страдали, ну, в частности, в данный момент устанавливается так называемое системное ядро, благодаря которому учет, который ведется, он будет на более должном уровне, с лучшим программным обеспечением. Ну, как вы знаете, ранее устанавливались приборы учета вот, по стране. Эта программа, как бы, она сейчас продолжается, и она позволит в онлайн-режиме, скажем так, работать с абонентами. С технической точки зрения, что у нас есть, как выглядят наши подстанции, распределительные сети, линии электропередач и так далее. Конечно, эти детали, нюансы все я не могу знать, но я представляю, что определенный комплекс, да, существует, раз это мы называем еще и отраслью энергетической тоже. В каком состоянии все это находится и где особенно плохо? Я соглашусь с уважаемым Зурабом Сергеевичем на предмет того, что, конечно же, энергетические проблемы – это комплекс мер, которые нужно решать. Комплекс мер и та вещь, о которой он говорит, что несет накопительный характер, я бы охарактеризовал это следующей фразой, что отсутствовала всегда экономика в энергосистеме. То есть отсутствие экономики, когда мы говорим таким термином, мы подразумеваем то, что у эксплуатирующей организации, то есть у такой, как Черноморэнерго, по сути, в течение 30 лет не было адекватных ресурсов для того, чтобы реализовывать те или иные задачи в энергосистеме. То есть, условно, готовиться к повышению нагрузок. Наша энергетика, если в 2 словах, выглядит следующим образом. Для обычного обывателя, если посмотреть на карту Абхазии и нанести на нее паутину, то, и причем паутина не самого лучшего качества, да, и по сути почти в каждом значит, районе, на каждой территории существуют энергообъекты, которые нужно эксплуатировать. То есть каждый день фактически наши энергетики должны попадать на те или иные территории для того, чтобы проводить там определенные работы. И вот для человека, у которого отключается там электроэнергия, предположим, да, у него, конечно же, в голове нет понимания того, что, ну, он и не должен это понимать, что электроэнергия – это тот товар, который в момент своего производства, он, по сути, потребляется. И для того, чтобы довести его до того или иного домовладения, он проходит огромное количество электроустановок. И если хоть на одном из этих этапов происходит что-то не то, ну, условно, короткое замыкание или ряд других факторов, человек остается без электроэнергии. И представляете, значит, создать такие условия, при которых надежность всего пути, предположим, от Ингургеса до домовладения того или иного гражданина, чтобы все работало бесперебойно и адекватно, вот это, по сути, и задача энергетиков. Но как энергетики могут реализовать эти задачи, если у них нет возможности для того, чтобы организовывать или решать те или иные задачи? И вот что получается. Получается, что условно в течение 30 лет мы латаем дыры. Мы, я когда говорю, Республика Абхазия в энергетике, да, энергетики бегают за теми проблемами, которые, значит, с которыми они сталкиваются, стараются их решить тем способом, которым они могут в этот момент их решить, потому что адекватных
финансов никогда в энергосистеме за 30 лет не было. Это можно обусловлено могло быть тем, что и у государства не было возможности, или были возможности. Ну вот за Не все вот имеет эти значения. 30 лет, да, вот послевоенных, если взять, было такое понимание, что вот это текущие расходы, да, для энергетики, а вот это расходы на перспективу. Что-то такое вот планировалось? Я помню, что при Сергее Багапше все-таки какие-то вложения Были, да. были, что-то происходило. Там что было? Вот можете сказать, Александр пожалуйста. Георгиевич прав. Действительно, это как бы цепочка целая вопросов, которые в энергетике без отрыва одно от другого нельзя рассматривать. Но можно сказать одно, что был период, когда поддержка отрасли со стороны государства была существенная. И в этот период отрасль ушла от аварийности. То есть мы сейчас фактически последние все годы работаем в режиме аварийном состоянии. Вот, ушла от аварийности больше в сторону, скажем так, профилактических мероприятий, потому что на это были возможности. Этот период, он, скажем так, ознаменовался тем, что было меньше верных отключений, количество аварий снизилось. Была построена линия 110, которая во многих случаях, когда происходит аварии на линии, Ачиквара выручает. Вот, то есть был произведен комплекс мер. Если бы государство продолжило в том же ключе и далее поддерживать сферу энергетики, то те проблемы, которые у нас сегодня есть, наверное, их было бы меньше. Вот, скажем так, полностью все привести в порядок за день не получится. Это, на самом деле, длительная программа, которую нужно постепенно, планомерно притворять в жизнь. Но мы понимаем, что как бы у государства не всегда бывают легкие времена, бывали и кризисы, и экономические, была и пандемия, которая очень существенно сказалась. Вот, все привыкли, что если авария, то энергетики должны выезжать, ликвидировать ее, но энергетики тоже люди, они тоже болеют, и у нас в какие-то периоды почти 20% штата людей болело коронавирусом. Это, скажем так, все это в совокупности также сказывается. Поэтому в целом был период, когда, наверное, полегче немного было, благодаря тому, что государство уделяло больше внимания энергетике и больше финансировало отрасль. Ну, я бы добавил бы с вашего Хорошо, разрешения давайте, приблизительные цифры, о которых идет речь, с 2009 года по 2014 год, если при пересчете в доллары, да, в энергосистему исключительно как государственное финансирование бюджетное поступило порядка 24-25 миллионов долларов. Соответственно, это достаточно внушительные, конечно, суммы. Если говорить уже с 2015 года, да, брать, предположим, до 2020 года, дальше, я думаю, что наши коллеги, значит, дадут комментарии, то в год финансировалось примерно порядка, ну, грубо, если округлить, порядка 15 миллионов рублей. То есть, и когда сегодня... Это усреднить все Усреднить, 30 лет? нет, или... усреднить нет? 6 лет. Вот, ну, если мы разделим, да, предположим, там, с 2009 года по 2014 год, я сумму назвал, дальше с 2014 года по 2020 где-то год, порядка 15 миллионов рублей в год. Соответственно, это, ну, очень скромные суммы для того, чтобы реализовывать те или иные задачи. Но параллельно с этим, вот здесь наши коллеги тоже обратят на это внимание. Я думаю, вот в прошлом году, да, и в нынешнем году запланированы определенные средства, там порядка 100 миллионов рублей, еще что-то больше планировалось. Даже этих денег недостаточно для того, чтобы энергосистема адекватным образом работала. И параллельно с тем, что у нас энергосистема и так, ну, ветхая, конечно, точечно проводятся работы. Нельзя сказать, что не работает инвестпрограмма российская. Нельзя сказать о том, что не работают за счет собственных ресурсов. Да, не проводятся те или иные работы и не проводились. Но дело в том, что на эту ветхую энергосистему еще и мы получили очень большую нагрузку. Ну, в рамках майнинга криптовалют это, наверное, тема уже оскомину набила. И, к сожалению, большому, вот эта вся нагрузка, она легла не только на энергосистему, но и на энергетиков. И энергетики пытаются справляться с теми задачами, ну, которые, на мой взгляд, невозможно решить без должного финансирования.
В этом году зимой мне помнится, что все время возникали большие проблемы, и проблемы в основном были связаны, если не ошибаюсь, с подстанциями. Все время говорили, там авария, тут авария, что-то взорвалось и так далее. Поэтому, Саид, может быть, какой-то вот такой конкретики, где все-таки ахиллесова пята нашей энергетики, где особенно слабое звено? Общее состояние электросетей в совокупности на 85% изношенные сети. То есть вообще сам процесс На эксплуатации... 85%. Да. Вы согласны, да, с такой оценкой? Да. Технически, точечно, чтобы назвать конкретно, вот, у нас реально повсеместный перегруз по передающим сетям, по подстанционным мощностям, в распределительных сетях серьезная паутина, очень сложно в ней разбираться. То есть все находится в ветхом состоянии. Те меры, которые принимаются относительно вот комплексного плана, естественно, да, модернизация определенных узлов, реабилитация каких-то, ну, в принципе, серьезных объектов, это в общей сложности малый процент составляет. Естественно, в этой зоне, где проводятся эти работы, качество электроэнергии улучшается, но это одно из звеньев всей цепочки, в принципе. Могло государство за счет каких-то других, вот скажем, да, там, отраслей, которыми меньше можно было бы заниматься, меньше вкладываться и так далее, вот, и все-таки поддерживать именно энергетику? С послевоенных времен мы как бы упустили, мы внушили себе, что электроэнергия это как само собой разумеющееся, то, что у нас должно быть, откуда оно появляется и для чего оно нам нужно, мы не очень сильно как бы задумывались. После нашего признания в 2008 году у нас пошел такой бурный рост экономики. У нас начали вводиться новые предприятия, начало строиться после признания России нашей страны. Пошел рост экономики, энергообъектов и начало не хватать. Пошли планы по развитию энергетики. У нас вот тот период, который мы все вот сейчас вот вспоминали, с 2009 года по 2014 год, действительно пошли очень серьезные капитальные виды работ в сторону как бы модернизации наших энергетических сетей, по собираемости. Впервые начали устанавливаться приборы учета, контроль, учет, отключение неплательщиков. У нас этот процесс потихонечку пошел. Но получился такой период нашей истории, что вопрос обеспечения электроэнергии у нас очень сильно был политизирован. Помните такой период, да? У нас вот эти события с зонтиками, да? И вот эти вот события, они очень сильно остановили процесс развития, модернизации энергетики. Правильно сказал Аслан Георгиевич, что мы должны, пока мы не вернем экономику в энергообеспечение, и пока мы вопросы энергообеспечения не перестанем делать ее предметом политических спекуляций, у нас очень серьезная ситуация будет оставаться. Сегодня мы говорим о помощи государства, но государство помогает настолько, насколько оно в силах сегодня. Мы должны вернуться к тому, что мы должны тоже начать собирать как бы, да, те средства, которые должны платить наши абоненты. Собираемость, учет и собираемость. Я знаю, у вас проводятся мероприятия, вы собираете узел, вы хотите полностью автоматизировать вопросы учета, потребление электроэнергии, дистанционное отключение абонентов, хронических неплательщиков. Эти работы у вас ведутся. На мой взгляд, надо усилить эту работу. И даже вот если наша страна найдет очень большие деньги, которые нужны для развития энергетики, поверьте, даже при наличии средств это невозможно будет, допустим, как бы, да, восстановить нашу энергетику в какие-то вот технические, в соответствии с техническими нормами. Это очень тяжело. Даже при наличии средств мы настолько упустили вопросы организации энергообеспечения,
что даже при наличии средств нам нужно будет определенное время на то, чтобы устранить все то, что у нас вот получилось. Это хронические... А когда средств нет, еще А хуже. когда средств нету, то еще хуже. Еще Вот, хуже. да, вот ситуация вот на сегодняшний день такая, и вот как бы экономика... Я тяжело себе представляю в экономической деятельности. У нас строятся новые объекты, хотят вводить новые гостиницы, какие-то другие объекты. Как вы будете осуществлять подключение к вашим энергосетям при сегодняшнем дефиците, вот, как бы вам не позавидуешь, будем так говорить. Это картина нашей экономики. Если мы что-то, как бы, да, если мы не наметим реальные конкретные планы по развитию нашей энергетики, развитие экономики встанет. Вы опередили меня, ушли немножко вперед, но это хорошо, потому что эти вопросы я тоже собиралась задавать. Заговорили об оплате, на каком уровне низком все это находится и так далее. Вот я Аслану Георгиевичу хочу вот задать такой вопрос. Я знаю, что что-то вы делали в Гагарском районе. Подстанцию даже новую, по-моему, да, там возвели, построили и так далее. Вот я хочу, чтобы вы об этом сказали, почему я вам именно задаю этот вопрос. Вот состояние энергетики в Гагарском районе, я об этом больше говорю, потому что там и нагрузка туристическая, она большая, да. Эту ситуацию как вы там себе представляете? Что там может вообще произойти? Я бы чуть-чуть хотел бы и как экономист Давайте. комментировать то, о чем мы говорили. В 2016 году появилась схема и программа перспективного развития Республики Абхазия до 2026 года. Это в рамках инвестпрограммы появился программный документ, который учитывает нагрузки, значит, перспективные и так далее, и учитывает инвестиции на высокой стороне. Это такой там специализированный термин передающих сетей. То есть это магистрали, это подстанции, о которых вы говорите и так далее. Так вот, финансирование нужное было в 2016 году для того, чтобы реализовать те или иные задачи по высокой стороне. Там было 3 сценария. Самый дешевый сценарий, если я не ошибаюсь, был приблизительно в районе 9 миллиардов рублей, который, значит, приводил к безаварийности на высокой стороне. То есть прогнозы тоже можно давать, вот мы то, о чем мы говорили, но за счет каких денег реализовывать. В ваше время, в ваш период пребывания в должности гендиректора, помните, сколько было вложено? Конечно, помню. Да, То есть в рамках у нас были возможности реализовывать своими там скромными усилиями, да, за счет вот собираемости за электроэнергию, выдачи технических условий и ряда там других, но менее емких, скажем так, по деньгам возможностей Черноморэнерго, мы реализовывали по высокой стороне, если я не ошибаюсь, порядка 4 подстанций мы поменяли оборудование. Но в рамках инвестпрограммы мы реализовали 8 подстанций из 42 в Республике Абхазия. То есть в основном это была замена почти полностью оборудования на всех подстанциях. Да. И одна подстанция фактически была построена на старом месте, о которой говорите вы, в Гагарском районе. В Гагарском районе, именно в Гагарском районе, основные, условно, в районном масштабе узловые подстанции были приведены в порядок. То есть и по нагрузкам, и по качеству. Ну вот представьте, та подстанция, о которой вы говорите, ее мощность изначально была 20 мегаватт. Ну, может, вам это ничего не скажет, но для того, чтобы ориентироваться. И после реконструкции она становится 50 мегаватт. То есть в 2,5 раза мы увеличили мощность этой подстанции. Я думаю, что сейчас эта мощность уже почти ближе к перегрузу. Мне так кажется. Я сейчас не владею информацией. То же самое. Вот подстанция, которая, к сожалению, Большому в городе Сухум, она воспламенилась, да, и закрытое распредустройство, фактически мы его потеряли. Там, конечно, еще не были проведены работы по инвестпрограмме, но, тем не менее, до принятия решений по легализации майнинга мы уже проходили зимние пиковые нагрузки, в перегрузе. То есть эта подстанция была и так в перегрузе. Ну а теперь представим, да, бесконтрольное потребление, которое и так у нас было. Сейчас на это все наслоилось, что майнинг. Естественно, подстанции, они фактически не выдерживают. Аслан Георгиевич абсолютно прав. Действительно, эти подстанции были сделаны, наверное, благодаря этому, потому что они были реконструированы, скажем так, та проблема, которая была, скажем так, она была минимизирована. Почему? Потому что та же подстанция Сухум-1, которая была реконструирована,
которая смогла выдержать тот объем, скажем так, нагрузки, который был, в итоге из-за роста энергонагрузки пришлось поставить третий трансформатор на нее. Вот, хотя бы проекта там было предусмотрено всего 2. И если прошлый год мы с этим третьим трансформатором прошли, то нынешнюю зиму мы даже с третьим трансформатором уже не проходим. То есть необходимо увеличение трансформаторной мощности. Порой бывает так, что та подстанция, которая, скажем так, имеет необходимую трансформаторную мощность, у нее не хватает линейной мощности, чтобы, скажем так, донести эту электроэнергию. Есть еще один нюанс, о котором все забывают. Зимний период, он сложный. Мы все включаем отопление, у всех есть дома либо теплый пол, либо кондиционер, либо печка, у кого-то паровое отопление. Ну, вот, к примеру, в зимний период пик был более 500 мегаватт, а сегодня, точнее вчера, он был 270. То есть в наших сетях на сегодняшний день 230 мегаватт – это фактически отопление, которое люди на летний сезон отключили. То есть это нагрузка. А, скажем так, в цифрах, если более, скажем так, применительных, это было более 11 миллионов киловатт-часов расхода электроэнергии в сутки. Это при верных отключениях, подчеркну. И сегодня без верных отключений это 5,5 миллионов киловатт-часов в сутки. То есть 2 раза разница. Поэтому жизнь идет, она не стоит на месте, люди улучшают свои жилища, делают отопление. Но у нас, к сожалению, в отличие от всех остальных стран, наших окружающих, у нас все на электроэнергии. С послевоенных времен так повелось. Была программа, которая вроде как возобновлена на то, чтобы газ вошел в Республику Абхазия. Безусловно, если газ дойдет до каждого дома, до каждой квартиры, то в этом случае, наверное, люди переведут отопление, приготовление пищи на газ. Это снимет, безусловно, нагрузку с энергетики, но мы как бы рассматривали газовый проект еще и с той стороны, что это была бы возможность для Абхазии строительства газовой генерации, благодаря которой выпадающие объемы электроэнергии, которые у нас в зимний период есть, возместить за счет нее. Но нужно понимать, что газовая энергетика, она намного дороже, чем та, которую мы сегодня получаем с Ингуригаз. Это как бы естественный процесс. Это и стоимость газа, и стоимость капитальных инвестиций. Вместе с тем это снижает нагрузку. Но на сегодняшний день Черноморэнерго от крупных проектов, которые планируются при участии государства реализовать в Гагринском регионе, это почти 150 мегаватт электроэнергии дополнительной, к ныне существующей. Сегодня в Абхазии такой мощности нет. Единственный выход – это либо создавать новую генерацию, либо закупать электроэнергию за пределами и поставлять ее в Абхазию на эти объекты. Но, как вы сами понимаете, цена электроэнергии, закупаемая за рубежом, Имеется в виду переток из России, да? В том числе. Поэтому, скажем так, эти вопросы, которые нужно решать, потому что мы привыкли, что всегда закладывалось от 5 до 10% рост потребления электроэнергии, он, скажем так, считался естественным всегда. Но учитывая, что начали реализовываться крупные проекты, им необходимы большие мощности, которые нужно создавать. Нужно строить новые подстанции, новые передающие линии. И, скажем так, весь комплекс вопросов. Вместе с тем, что касается того самого вопроса, что выросла нагрузка из-за майнинга, действительно это так, она выросла из-за него, но мы столкнулись с ситуацией, знаете, она очень похожа на времена сухого закона, который был в Соединенных Штатах, когда производство и продажу спиртного запретили, но его разливали и продавали. Поэтому, с моей точки зрения, государство должно эту сферу отрегулировать, ввести ее в легальные процедуры. Понятное дело, что то, как майнинг развивался в сетях Черноморэнерго, это недопустимо, потому что это те нагрузки, которые в итоге приводят к тому, что мы с вами зимой сидим без света. Но учитывая, что этот фактор имеет место быть, как бы с нашей точки зрения, наиболее рационально было бы выделение какой-то технической зоны, где люди могли бы установить свое майнинг-оборудование, работать там, но за счет той электроэнергии, которая бы закупалась за пределами Абхазии, поставлялась бы на эту зону, чтобы вывести весь тот объем, скажем так, майнинг-оборудования, которое в сетях есть, в эту зону. Дать людям альтернативу. Более 400 ферм было отрезано от сети. Но когда это были, скажем так, крупные, да, фермы, их легче было контролировать. Сегодня во многих районах Абхазии эти фермы разбрелись по частному сектору. Они стоят в квартирах, в домах, что, опять же, нагрузка на сеть не снижает, она просто растворилась, но итоговая нагрузка, она осталась. Она осталась, те меры, которые государство предпринимало для борьбы с майнингом. В прошлом году они, безусловно, дали эффект, нагрузка снизилась заметно, но потом она вновь начала подниматься. Как бы стоимость криптовалют,
она волатильна, она то падает, то растет, но когда она растет, она приносит такой доход, что люди идут на все ухищрения. Безусловно, нам легче было бы ситуацию контролировать, если бы вся наша сеть была бы оснащена балансовыми приборами учета, дома были бы оснащены балансовыми приборами учета, у людей стояли бы приборы учета непосредственно в домах и квартирах. Вот, ну, надо, скажем, спасибо сказать нашим парламентариям, которые нас в этом всегда поддерживали. Мы как бы надеемся на дальнейшую поддержку, потому что на 2021 год было внесено 100 миллионов рублей на энергетику. Ну, вы знаете, в прошлом году у нас были не один ураган, к сожалению, не одно стихийное бедствие, и часть средств пришлось перенаправить туда в авральном порядке, потому что с иных источников финансирования для того, чтобы аварийную ситуацию ликвидировать, не было. Вот молодой человек, который рядом сидит, он непосредственно человек, который, скажем так, физически трудился, работал на том, чтобы быстрее людям подать электроэнергию. И так очень многие ребята, которые на самом деле работали. На этот год заложено было в бюджет 150 миллионов рублей. Из них 100 миллионов рублей – это целевое финансирование, которое должно пойти только исключительно на приобретение и установку прибора учета. Ну а на приобретение этих приборов учета, вот, чтобы всю Абхазию, скажем, обеспечить, нужно, насколько я понимаю, где-то 91 миллион долларов. Это цифра реальная или? Я бы сказал так. Дело все в том, что в связи с теми событиями, которые происходят в мире, в связи с тем, что ну, курсы теперь уже прыгают, вообще. себестоимость подключения, скажем так, приобретения подключения одного счетчика, она меняется разительно. Да. Если это была одна цифра, то сегодня она другая цифра. И 91 миллион – это очень много. Скажем так, по расчетам тем, которые мы готовили, это более 2 миллиардов рублей как минимум. Для того, чтобы всю Абхазию... Нужно понимать одну вещь. Когда мы говорим о приборе учета, это не только тот счетчик, который там будет установлен на конкретную квартиру. Это еще дополнительный прибор учета, который будет установлен на дом, чтобы он считал, сколько израсходовала каждая квартира, сколько места общего пользования. Это лифты, это насосные, это освещение в тех же квартирах. Вместе с тем это приборы учета, которые должны быть установлены на каждой ТП и на подстанциях, для того, чтобы мы видели ситуацию в целом. Вы говорили о том, что вообще рост потребления электроэнергии в последние годы мы знаем сколько в Абхазии? Да. Сколько процентов? Речь идет в зависимости от того, что взять базисным годом. То есть, если взять за основу, что все годы, пока не было майнинга, плюс-минус, вот то, что мы говорим, там, от 3 до 7, грубо говоря, процентов росло потребление электроэнергии, то с 2020 года, вот, по отношению к 2022 году, да, ну, то есть 2021 год, да, 19-21 год, почти 50 с лишним процентом роста. Я знаю, что когда уже такое вот засилье майнинга начало появляться, ребята внутри Черноморэнерго старались, значит, анализировать увеличение нагрузок по этим линиям для того, чтобы хотя бы понимать географию того, где искать майнинг. И когда зачастую говорят, что энергетики не видят именно где майнинг, это действительно так. Конечно, бывают недобросовестные, да, там и энергетики, и не только энергетики, да, бывают в каждой структуре люди, которые нечисты на руку. Но если не внедрить тотально, значит, приборы учета, контролировать сеть фактически невозможно. Теперь, что касается майнинга. Все равно, как бы мы ни старались, первая задача – это убрать майнинг с сетей Черноморэнерго. Конечно, это можно сделать посредством, в том числе, да, отдельной территории, возможно, запитывание этой территории с близлежащей там, территории, да, там, с Российской Федерацией и так далее. Но пока этот вопрос не будет решен, у нас не будет возможности развиваться. Представьте, даже без майнинга у нас по всем нормативам энергетическим мы уже не могли развиваться. Поверх этого еще 51-52% потребления майнинга. О чем мы говорим? Президент, предположим, заявляет о введении в эксплуатацию, предположим, аэропорта. Ну, глобальный проект на государственном уровне, да, аэропорт. А электроэнергии на аэропорт нет. То есть вы представляете, да, вот насколько интересен этот проект для государства, для того, чтобы зафункционировал аэропорт, а энергетики под него мы не можем выдать. То есть я, насколько знаю, порядка 3 мегаватт минимум бесперебойного энергоснабжения требуется под аэропорт. Не говоря уже про инвестиционные различные проекты, гостиницы и так далее, и так далее. Ну,
40 на 60 или 60 на 40, вот устная договоренность, которая у нас есть по Ингургесу, по электроэнергии с Грузией, да. Но я читала информацию о том, что вот уже с 2016 года там уже 57% уходило на Абхазию. Если вы говорите, что здесь процент потребления увеличился из-за майнинга где-то на 50%, то получается, что все, что вырабатывал Ингургес, все уходило на Абхазию? Ну, не совсем так, не совсем что на Абхазию. С Ингургесом выстроены отношения как бы рабочие давно. Надо заметить, что это уникальная, скажем так, ситуация, когда без юридических документов ведется работа на протяжении 3 десятилетий. Вот. Вместе с тем нужно понимать, что, скажем так, они регулируют отпуск электроэнергии. Если ранее, в предыдущие годы в Абхазии в летний период, к примеру, был избыток электроэнергии, и получая свою долю электроэнергии с Ингургес, Абхазия могла ее продавать за рубеж. Это было особенно в 90-е годы после войны, когда вы отправляли электроэнергию в Сочи, взамен получали трансформаторы, масло, провода и прочее, то, скажем так, была одна ситуация. Сегодня ситуация другая, когда сам Ингургес пытается регулировать так, чтобы в зимний период максимум электроэнергии отдать Абхазии, потому что нагрузки выросли значительно. Они это понимают, и вот они пытаются делать так, чтобы в зимний период, да, большую часть произведенной электроэнергии действительно они поставляют в Абхазию. Вместе с тем нужно понимать, что Ингургес, конечно, организация уникальная, но в любом случае это бизнес. Если в Абхазии электроэнергетика – это вопрос более социальный, то там это ситуация бизнеса. Это ситуация экономики, это ситуация обычного экономического расчета. Поэтому такая ситуация, которая сегодня существует по распределению, она долго длиться не может. Рано или поздно, скажем так, все это обретет коммерческую составляющую. Почему? Потому что все необходимо реконструировать, все необходимо ремонтировать, и наши сети придет период реконструкции Ингургес. Он был проведен какое-то время назад, но когда этот период подойдет снова, скажем так, вопрос, как это делать. Поэтому, скажем так, многие вещи, которые связаны с Ингургесом и с разделом продукции, да, были периоды, когда они шли нам навстречу, когда Ингургес помогал в тяжелой ситуации. Но вместе с тем нужно понимать, что это не может длиться бесконечно. Нам нужно в собственных сетях навести порядок для того, чтобы, скажем так, не брать дополнительную электроэнергию. Вместе с тем, Аслан Георгиевич прав, даже при учете того роста, который был электроэнергии в последние годы, при развитии страны, той мощности, которую мы получаем с Ингургес, ее на всю страну не хватит. Даже если сегодня весь майнинг газа в Абхазии будет выключен, все равно как бы есть развитие, оно есть, поэтому дополнительная электроэнергия Абхазии нужна. Поэтому необходимо развивать новую генерацию в рамках Абхазии, которая должна быть, потому что без новой генерации восполнить выпадающие объемы электроэнергии их просто неоткуда. Ну, грузинские эксперты энергетики сравнивают свою ситуацию с нашей ситуацией, и они говорят о том, что за 10 месяцев 2021 года получается, что Абхазия употребила электроэнергии на 100 миллионов киловатт больше. Если я не права, вот киловатт и мегаватт, вроде бы я уже не путаю, значит, больше употребила, чем город Тбилиси, где проживает 1,5 миллиона человек. Неужели вся эта ситуация из-за майнингов? Все почему-то, как бы, да, многие ссылаются на то постановление правительства, на попытку легализации майнинга, которая работала буквально 2 месяца, кажется, да? И вот, да, вот все проблемы в энергетике, они как бы, или большая их часть связана вот с этим постановлением, которое проработало 2 месяца. Я как человек, находящийся все это время здесь и зная проблему, я знаю, что проблема майнинга появилась не с постановлением правительства. Кстати, вот это вот принятое постановление, это была тоже своего рода попытка, но в этом постановлении не описывалось то, что как бы человек, кто что хочет, то и может делать. Он должен был, там были прописанные условия, при котором они могут заказывать себе оборудование, приобретать технические условия, там разрешение, да, там процедура была вся прописана. Но
У нас Вообще, смысл самого документа, в чем он Смысл- был? Вот очень много людей критиковало Я не- это да, постановление, а да. вот четко объяснить не удалось. Все-таки смысл в чем вот был? Попытка легализовать то, что у нас есть уже. И с параллельным запретом ввоза. Так же это было. Ну, они знали, что Но люди, видимо, которые... легализовать понимают, как узаконить. Нет, узаканивается майнинг после того, как в соответствии с этим постановлением человек, который владеет этими приборами, должен прийти, выполнить все условия, которые прописаны в этом постановлении. И после этого вот есть постановление о порядке лицензирования, допустим, услуг связи. Это же не значит, что человек поехал до получения лицензии, человек должен поехать, заказать и купить оборудование, к примеру, да, оборудование связи. Легализация происходит после того, как в соответствии с этим постановлением человек получает разрешение и на подключение к сетям Черноморэнерго. Без этого ни одному человеку, насколько мне известно, разрешение не было выдано. Да? Вот. Постановление, в котором была прописана процедура получения технических условий и лицензирования. То есть была заявка, которая рассматривалась, возможно или нет техническими условиями выдать человеку, скажем так, ту мощность, которую он запрашивает. Потом человек должен был идти получать лицензию, и лишь на основании этого, если есть техническая возможность, если есть лицензирование, то только после этого он мог заняться производством, скажем так, майнинга, либо еще что-то. Нюанс состоит в том, что за все время все условия выполнил и взял лицензию один человек. То есть условия только один. Все остальные считали, что в случае, если они пришли и подали заявку Черноморэнерго, то они априори уже тем самым имеют право для установки. Это, знаете, было похоже на то, что человек идет, покупает автомобиль, садится и едет. И когда его останавливает сотрудник ГАИ и спрашивает у него документы на машину ПТС, разрешение там, на вождение, водительского удостоверения, и все это, и всего этого, оказывается, у него нету. Он удивляется, почему разрешили же ездить, там, купить машину, ездить на ней. Это постановление, начали на это постановление ссылаться, честно говоря, очень много людей, которые несколько лет до принятия этого постановления уже купили, уже пользовались, значит, этими приборами учета. Но кто-нибудь Я из знаю, вас у нас, может подтвердить да. информацию, что в администрации президента, я не знаю, сколько лет назад, но там уже занимались в майнингами. администрации президента, в производственных помещениях некоторых знаю, специальных 16-й служб, год, 15-й вот это год. силовых Александр Ильич, вы не были в структур. курсе? Да, это все было. Я знаю, что огромные долги были образованы на заводе железобетонных изделий в Бзыбе, там порядка 30 миллионов, почему-то никто не учитывал. Эти долги образовывались задолго до постановления. За 2 месяца человек, вот вышло постановление, сразу заказать оборудование там в Китайской Народной Республике или в какой-то другой стране, быстренько ее ввести, установить и подключить. Вот 2 месяца буквально действовало это постановление. Это практически невозможно. На это неудачную попытку и принятие этого постановления все сваливают. Конечно, я бы не стал бы так говорить, но нам надо что-то придумать. Если мы говорим о создании сети по учету потребления электроэнергии, есть нормы расходования наших абонентов. Там 8 киловатт или 10 киловатт, надо будет определять нормы расходования. Даже если у человека дома стоит какой-то там аппарат, если он превышает эту норму, это автоматически будет, наверное, выключаться. Да? Вот. В случае, если бы у нас Абхазия была бы закрыта полностью, да, приборами учета, то мы бы могли видеть и контролировать расход электроэнергии. Притом нужно понимать, что в сегодняшний день цена на электроэнергию в Абхазии социальная. Поэтому, скажем так, начались злоупотребления. Цена электроэнергии в Абхазии даже не покрывает себестоимость, она даже не покрывает половину себестоимости электроэнергии. Что, скажем так, понятное дело, что бизнесменами было использовано для того, чтобы получать как бы максимальную прибыль. Вместе с тем, нужно понимать и следующее, что для того, чтобы высокотехнологичному бизнесу, скажем так, оказывать должное сопротивление с административной точки зрения, с технической точки зрения, для этого те органы, которые этим занимаются, они должны быть должным образом вооружены. У нас сегодня не то, что в селах, у нас в городах большая часть абонентов не имеет прибора учета. И проконтролировать расход того или иного абонента конкретно чрезвычайно сложно. То постановление, которое было, оно, как я тоже понимаю, попыталось, скажем так, ввести в какие-то рамки хотя бы то, что развивалось. Нужно вместе с тем понимать, что
А криптовалюты совершили ценовой скачок безумный, и они начали приносить такой доход, что он начал распространяться везде, повсюду. У нас люди пенсионного возраста устанавливали приборы такие у себя. Вместе с тем, нужно понимать и следующее. У многих дома установлены масляные радиаторы. Они потребляют 2-2,5 киловатта. Как майнинг-машинка. То есть в случае, если даже майнинг разом уйдет из абхазских сетей, развитие потребления электроэнергии не прекратится. Проблемы с энергоснабжением у нас никуда не уйдут, они будут. Это тот вопрос, который на государственном уровне нужно решать. При всем уважении к, значит, коллегам совершенно не согласен по поводу того, что это постановление, да, и это решение не принесло отрицательных результатов. Цифры – вещь упрямая, при всем уважении. Конечно, майнинг был в сетях до принятия этого, значит, нормативного акта. Но давайте еще раз вспомним цифры. Дело в том, что потребление Абхазии до 2020 года было от 3 до 7%. Еще раз подчеркиваю. После принятия легализации майнинга криптовалют потребление за 2 года стало больше на 51%. Мы сколько угодно можем обсуждать то, что именно не это постановление решило, да, или там повлияло на эти процессы, или оно, но факт заключается, я доскажу, если есть возможность, но факт остается фактом, есть цифры. В своей речи, когда президент Аслан Георгиевич Бжаня ставил задачи очень многим структурам на предмет снижения энергопотребления, он взял за основу 2019 год. То есть до 2019 года он говорил о цифрах, о том, что речь идет о потреблении, увеличении потребления от 3 до 7%. Это не просто цифры. Теперь, это первый момент. Второй момент. Абхазия потребляла с учетом малозначительного количества майнинга, который был, но он был. И мы тогда боролись за запрет, за постановление, которое давало нам возможность запретить, прийти и отключить. А Абхазия потребляла под 2 миллиарда киловатт-часов. Сегодня Абхазия потребляет, если я не ошибаюсь, под 3 миллиарда киловатт-часов. То есть, условно, 1 миллиард киловатт-часов, на мой взгляд, это почти все майнинг. 1 миллиард киловатт-часов. То есть мы можем сколько угодно обсуждать, в каком году это произошло и так далее, но проблема сегодня существует. И проблема существует в первую очередь из-за майнинга. Теперь, что касается тех объектов, которые работали на майнинге, там, и вы говорите 30 миллионов рублей, я все-таки прокомментирую в силу того, что я этим занимался. Вы сказали, что не учитывалось. Наоборот, это было начислено и учтено. Это организация, это уже вопрос другой. Это было учтено в бухгалтерии, эти цифры есть. И мы, к сожалению большому, этот объект не могли обесточить, потому что по линии, по которой он снабжалось население. Пока мы не провели работы, чтобы отделить их друг от друга, мы не смогли отключить этот объект. Этот объект на тот момент был один из самых крупных. Вот он, я насколько я помню, СФТИ. Да. То есть 24 объекта на тот момент, разного, да, вот они были крупные. СФТИ, если я не ошибаюсь, там под 2 мегаватта было, этот объект тоже в районе 2 мегаватт. Остальные были помельче. Все эти данные были предоставлены и прокуратуре, и СГБ, и так далее, и так далее. И, наконец, когда мы получили постановление о запрете, мы смогли их отключать. Во всяком случае, отключали, потом разворачивались, то же самое, как сегодня. Они потом кто-то включался, но их было проще контролировать, их было в разы меньше. По поводу майнингов я недавно пыталась изучить проблемы энергетики в соседних государствах, в Грузии и в Армении. Армения, например, мы знаем, что у нее мощности серьезные. У нее есть мощности, и она хочет продавать электроэнергию. Они ищут внутреннего потребителя.
А мы хотим защитить нашу энергетику от внутреннего потребителя, незаконного потребителя, скажем, да, вот от майнеров. Почему именно в Абхазии майнеры вот так вот, не знаю, активно, подпольно, так серьезно, сильно работают, зарабатывают и так далее? Вот такого ужаса, по-моему, нет. В Грузии тоже, кстати, говорят, майнинги есть, и в Сванете сказали, есть такая проблема серьезная, но в целом вот такой серьезной проблемы с майнингами нет в этих республиках. Почему именно у нас? Обилие неучтенной дешевой электроэнергии. Сопредельная территория, Таленджикский район, это как бы факт, который имел место быть, который также питается из Сынгургэса, как и мы. Значит, у них расход электроэнергии в отдельно взятом регионе был 48 мегаватт. Света не было, были отключения, были вееры, был ужас, кошмар и прочее. После тех мер, которые государство приняло, жестко начав администрирование и оснастив всех счетчиками, у них потребление снизилось до 18 мегаватт. Свет есть постоянно, он хорошего качества. То есть администрирование и учет – это то единственное, что поможет на сегодняшний день исправить ситуацию. Других не нужно изобретать велосипед второй раз. Многие считают, что сотрудники Черноморэнерго сами подключают незаконно владельцев, скажем так, майнинговых ферм и так далее. Их в этом подозревают, и особенно люди это и не скрывают. Ну, отрицать полностью это вы, наверное, не можете. Вот скажите, какие-то факты были вот выявлены за это время? Были люди уволены. Были люди уволены. Можно я тоже добавлю, Да, если есть да. такая возможность? В мой период времени тоже были уволенные люди. Это первое. И, собственно говоря, вторая составляющая. Ну, подключают. Понятно, кто-то включается, кто-то не включается и так далее. Это вопросы как бы ясные и понятные. Вопрос, наверное, чуть-чуть в другой плоскости. Что, собственно говоря, мы все-таки с этим будем делать? То есть мы сколько угодно можем обсуждать то, кто делает и как делает. Во-первых, вопросы, значит, ответственности, они не отрегулированы. Мы зачастую в Абхазии понятийно этими вопросами занимаемся. Мы занимаемся понятийно, потому что если человек опростоволосился, да, вперед за родину. Что касается вот принятия решений, в том числе по легализации майнинга, честно скажу, я сомневаюсь в том, чтобы у технического персонала задавали вопрос, можно ли легализовывать данную сферу. Я сомневаюсь, потому что я не знаю ни одного инженера, который сказал бы, что это легализовать можно. Соответственно, грешить только на энергетиков, я думаю, не стоит. От меня защищать энергетиков не надо, потому что Ну, я очень, не только я имею в виду наш коллектив, очень высоко ценит их труд. Это очень приятно, и Да, я бы это хотел бы еще вот одну интересную больше вещь них я даже не сказать. знаю, кто работал вот эти 2 года тяжелейших, так что я это понимаю, но в то же время есть такие вещи, которые мы не должны скрывать. Ирина какие-то Шодоровна, факты, да. в декабре 2018 года было принято постановление о запрете майнинга. В течение праздников все абоненты, которые были отключены от энергосистемы. В течение января месяца в адрес Черноморэнерго было инициированное парламентское расследование, потому что мы отключили майнеров. И это был еще и веер. Вы теперь представьте, как энергетики, в каком состоянии каждый раз находятся. Я почему, например, да, в силу того, что я тоже как-то выходец из этой структуры, я больше сопереживаю. Конечно, есть разные люди в любой сфере. Но мы прошли год целый, длилось парламентское расследование. По сути, из-за того, что мы отключили майнеров. А как вы понимаете, майнингом обычно занимаются люди непростые. Ну да, Вот понятно. и О чем история. это говорит, мы вот поняли. и история. Мы Поэтому поняли, мы да, прошли да. этот весь период. Мы прошли очень жестко этот период времени. И очень жесткие вопросы перед нами ставили. Ну, чтобы вы понимали, на майнинг-ферме порой не написано, кто его владелец, и те охранники, которые там, берут ответственность. Ну это мы знаем, что сложно очень доказать. Но мы отключили совместными усилиями со всеми органами правопорядка почти 400 майнинг-ферм. Крупных, мелких и так далее и тому подобное. Совместными усилиями мы предпринимали меры для того, чтобы через VPN, анонимайзеры, блокираторы и прочее отключать. Но чтобы вы понимали, на сегодняшний день техническая вооруженность наша, это мы гоняемся за итальянским спортивным автомобилем Ferrari на УАЗике. Почему? Потому что как только мы эти меры приняли, прошло буквально 2 недели, когда нашли обход.
это та сфера, в которой идет постоянная, скажем так, борьба, она превентивна, она постоянная, это профилактические мероприятия. Мы отрезали майнинг-фермы, люди их забирали, вывозили, но дело все в том, что завоз оборудования в Абхазию, он хоть и запрещен, но они заезжают в виде запасных частей. Есть мастерские, которые легально работают, есть купля-продажа, это не запрещено. Понимаете, то есть всегда это комплекс мер, поэтому совместными усилиями мы где могли, мы старались на Новый год людям дать У возможность меня встретить возникает Новый год. вопрос, вообще труднее бороться с наркотиками или с майнингами теперь уже? Но вы знаете, как шутят отдельные представители силового блока, что с того момента, как майнинг в Абхазии появился, количество уголовных преступлений в виде разбоев и грабежей стало меньше, потому что большая часть либо занимается майнингом, либо грабит майнинговые фермы. Потому что это более доходный бизнес. Кстати говоря, они не жалуются же, люди, которых ограбили, у кого там украли, вот скажем, несколько майнингов было у человека там где-то припрятано, и какие-то копейки он зарабатывал, и его ограбили. Он ни за что же не пойдет в милицию, не погибло. Да. Да, Совершенно да, верно. это трагические случаи, конечно, факты были, да, и помимо этого тоже, скорее всего, очень много друг у друга крадут они майнинги, но в то же время они не будут обращаться в правоохранительные органы. Вот как ни парадоксально, есть положительная сторона самого майнинга. Это люди какие-то денежки как бы зарабатывали. Это в ущерб энергетикам, в ущерб тому, что убивается энергетика, но с 19-20 года пошел, вот, Зураб Сергеевич, вы сказали, резкий рост стоимости криптовалют. В 20 раз. Да, 20 раз. То есть не только постановление, а резкий рост стоимости криптовалют. Он сподвиг многих наших сограждан. Ну, в общем, у нас заняться этим началась видом еще деятельности. одна пандемия, майнинговая пандемия началась. в связи Это с резкий этим. всплеск ее стоимости. Также этот... С $3000 майнинг в какие-то моменты дошел до 67 Да, если я не ошибаюсь, тысяч вот долларов. такая вот история. Вот. Мне было бы интересно знать, вот в чем вы видите выход, помимо того, что да, новый технологический подход. Вот мы видим, как можно реабилитировать ситуацию. Это финансы. А финансы, чтобы получить эти финансы, нам нужны приборы учета. И вот этот момент переломным является. Чтобы дойти до этого момента, в последнее То есть время... какую-то часть финансов можно отсюда взять. Да, конечно. Тоже да, и, конечно. И это практически на данном этапе стабилизирует состояние. Может быть, даже какие-то пути развития уже у нас будет уже определенный период времени, где мы можем более адаптивно вести процедуры. А сейчас мы в авральном режиме локальные вопросы пытаемся решить, вот эти проблемные аварийные вопросы. Как мы только выйдем с этого состояния, мы уже будем в состоянии как бы упредительных процессов, где мы уже будем подбирать определенные программы по развитию этой всей системы. В данный момент вот по финансированию программы приборов учета сформированы различные варианты. Сформирована отраслевая программа, она скоро будет подписана по внедрению этих систем. То есть мы, как Черноморэнерго, пошли на такой шаг, заключили договор с одной из компаний, производителей приборов учета, приобрели в тестовом режиме какой-то объем в рассрочку. И эта модель у нас заработала. То есть мы сейчас на данном этапе развиваем эту модель уже в больших количествах. Мы планируем в этом году как минимум уже, как сегодня обсуждали, около 10 тысяч приборов учета внедрить. В следующем году эта цифра будет уже 20 и так далее. То есть в такой же экономической модели. Используя те средства, которые парламент закладывал нам госбюджетные средства, которые рассчитаны на приобретение приборов учета. Это как бы нам поможет то есть осуществить определенную предоплату, чтобы зафиксировать дальнейшую рассрочку в этом направлении. Вот я обнаружила очень скептическое отношение к закону об энергетике, который у нас имеется, который уже принят. Они считают, что многие считают, что этот закон плох прежде всего потому, что он не позволяет, в общем-то, инвестициям идти в энергетическую отрасль. Вы с этим согласны? Вообще, как вы относитесь к этому закону? Этот закон, в принципе,
основан на тех позициях, что энергетика это национальный ресурс, и все меры по защите этого ресурса практически отражены в этом законе. Изменение этого закона, ну, смотря в каком контексте, что планируется, что расписывается, то есть пока нам, энергетикам, неизвестно, ну и ходят слухи определенные, что какие-то изменения хотят внести. Ну, насколько это точно, мы не можем прокомментировать, мы не в курсе о этих изменениях, но данный закон направлен на защиту Да, это ваша позиция, энергетики, хорошо. да, которая должна оставаться в государственных руках. Но, тем не менее, естественно, она не дает возможности привлекать частные инвестиции, так как частному инвестору в не свою собственность вкладывать какие-то ресурсы, ну, наверное, нецелесообразно получается. Можно разъяснить, этот закон не дает частному инвестору войти вот в нашу компанию вот энергетическую, да, и там инвестировать, а имеет он право создавать, как это называется, новую генерацию, вот скажем, построить на территории Абхазии ГЭС, ну, замещающие мощности Не, какие-то если построить, он что-то- может по закону, который существует? Данный закон совершенно не ограничивает инвестора в рамках строительства новых гидроресурсов. Вот генерации, я имею в виду, не гидроресурс, а генерации. То есть совершенно спокойно любой инвестор частный имеет возможность, если это не противоречит экологическим определенным нормам, обратиться в институты власти для того, чтобы ему дали возможность строить новую генерацию. Никаких ограничений в этом отношении нет. Там речь идет об ограничениях, связанных с государственным имуществом и ограничениях, связанных с магистральной частью. Соответственно, ну, я тоже принимал участие в разработке этого закона. Конечно, там первично закон был не наш, но, скажем так, позиция энергетиков в тех статьях, которые усиливают и укрепляют именно вопросы безопасности и экономического суверенитета в рамках энергетического суверенитета, конечно же, ну, мы в этом принимали активное участие. Теперь, чем это обусловлено? Это обусловлено тем, что это стратегическая отрасль. У нас таких стратегических отраслей не так уже много. Это энергетика, это железная дорога, это портовые сооружения все. То есть это инфраструктура, которая завтра нам даст возможность, первое, контролировать тарифы, потому что когда частник владеет той или иной отраслью или занимается каким-то бизнесом, диктует цену он. Мы это знаем прекрасно по таким примерам, как цена на хлеб, цена на энергоносители, да, там, на бензин, на керосин и так далее. Соответственно, первое – это контроль. Второе – это дает возможность контролировать тарифы, которые, в свою очередь, они отражаются на экономике в целом. То есть каждый сегодня бизнесмен, он зависим от электроэнергии. Мы только должны устаканить ситуацию, перейти как-то к развитию в энергосистеме. Соответственно, если речь идет о том, что инвестор приходит, значит, он рано или поздно поднимает тариф. А если он поднимает тариф, зачем нам инвестор? Нам нужно Но либо... сторонники инвестиций в частных, они считают, что есть понятие государственного регулирования, что государство может регулировать цены. И, Ирина Шотовна, простой вопрос на вопрос, если есть такая. Не, я хочу, У нас что- есть возможность сегодня запретить майнинг в сетях? Мы даже это отрегулировать сегодня не можем. Мы молодое государство. Мы в процессе становления. У нас столько задач еще не решено, и мы должны повторить ошибки. Вот дружественная страна, Российская Федерация, посмотрите, что у них с энергосистемой сделали. Сегодня эксперты российские, это не один эксперт, о котором мы говорим, огромная когорта экспертов говорят, что это была чудовищная реформа Чубайсовская, которая да. привела к отсутствию ответственности. Кстати, ответственность в таких стратегических областях, как энергетика, это архиважная задача. То есть ответственных нет, потому что там бизнесмены, государство регулировать может. Но это всего лишь регуляция. А зона ответственности, а тарифная политика, а рынок. Каждый год тарифы меняются в Российской Федерации. Каждый год. И ни один, значит, по сути, ни один актор не может этому возразить, потому что это почти все в частных руках. Тем более сейчас посмотрите, мировые вызовы какие. То есть сейчас чем менее либерализированные стратегические отрасли, тем более они устойчивы в мире.
Как бы можно по-разному подходить к тем или иным направлениям, но почему очень часто люди с инфраструктурой говорят об инфраструктуре? Потому что инфраструктура – это киты, на которых мы можем не просто там эксплуатировать, да, энергетику, железную дорогу, портовую инфраструктуру, но и зарабатывать. Соответственно, посмотрите, опять же, что происходит в мире. Российскую Федерацию пытаются изолировать. И в силу того, что ее пытаются изолировать, политические процессы идут, Российская Федерация начинает активизироваться на других направлениях. Это то, честно говоря, чего мы давно ждали. Конечно, не надеялись на то, что войны не будет и так далее, но связь, значит, проект «Север-Юг», вот о чем мы в том числе говорили с экспертом российским. Это электроэнергетический коридор, это да, не имеется только в виду? электроэнергетический коридор, это логистический коридор, это железная дорога, это транспортная инфраструктура, это газопроводы, это энергетика. И эти проекты, они осуществятся в любом случае. Да, у нас здесь близлежащая территория, мы в состоянии войны с Грузией и так далее, но эти вещи будут диктовать реализацию этих проектов. И вот если мы войдем в эти проекты со своей собственностью, то наше государство будет зарабатывать. Есть, конечно, безусловно, сколько людей, столько и мнений. Единственное мнение, наверное, только на кладбище. Вот. Кто-то за то, чтобы пустить частный бизнес в энергетику, кто-то против. Многие говорят, что государство должно, по теории Адама Смита, стоять ночью под освещенным столбом и вмешиваться в дело только тогда, когда что-то произошло. Но наше государство занимает более активную позицию, если судить, опять же, по тарифной политике, которую оно диктует. На сегодняшний день Черноморэнерго, оно не отпускает тарифную политику, потому что есть социальные обязательства, социальные нормы, есть сложности. Вместе с тем, государство как экономически... Вы имеете в виду, что, в принципе, тарифная политика – это вот как крючок спусковой. Если спустить, это приведет к социально-экономическим проблемам серьезным в обществе. Я бы сказал так, что все нужно регулировать. Условно, если государство продает электроэнергию населению за 10% от его стоимости, значит, оставшиеся 90% оно должно доложить в компанию, чтобы компания могла считать и развиваться. Речь идет о том, что государство может быть самостоятельным субъектом экономической деятельности, не всегда отсталым, как мы привыкли в советские времена, а достаточно гибким, рациональным, если подходить с точки зрения капитализма. Если на сегодняшний день существует задача либерализировать максимально рынок энергетики, опять же, государство определяет правила игры. С моей точки зрения, исходить нужно только из одного – из максимальной целесообразности для государства и для населения в целом. Руслан Георгиевич прав, что если мы легализовываем, скажем так, частный бизнес в энергетической сфере, то, безусловно, частный бизнес, который приходит, он хочет зарабатывать, он не страдает альтруизмом. Его цель – извлечение прибыли. Но если государство пойдет на повышение тарифов для того, чтобы бизнесмены пришли в отрасль, то тогда возникает резонный вопрос. Почему бы тогда не привлечь заемные средства какие-то, иные, для того, чтобы дофинансировать отрасль, если уж тарифы будут подниматься, и дальше, чтобы государство заработало в этой отрасли само. Да, безусловно, есть вещи, где государство в силу каких-то вещей может быть неповоротливо, и частный бизнес в этих отношениях, он более динамичный. Наверное, я не спорю. Но я бы сказал так, что, наверное, надо проанализировать весь тот опыт, который был в Российской Федерации, в иных государствах, и сделать вывод. Для нашей территории, где у нас, надо понимать, у нас нет рынка, нас слишком мало, нас не 140 миллионов, нас всего лишь около 300 тысяч человек. И поэтому вопрос состоит в том, нужны государству естественные монополии и нашему народу, или не нужны. Потому что в Российской Федерации, чтобы вы понимали, цена на электроэнергию для частного сектора, она не соответствует действительной. Почему? Потому что государство за счет цен на коммерческие структуры, на производство, там она в 2 раза выше. Она фактически субсидирует расходы электроэнергии в частных домохозяйствах. Как государство наше пойдет, что решит, это, скажем так, комплекс вопросов. С моей точки зрения, он должен быть максимально выгодный государству и гражданину. Вот прозвучала программная речь, скажем так. Вот, да? Я знаю, что очень много вопросов, которые мы не обсудили. Просто скажите в 2 словах. Вот сейчас вот устанавливаются счетчики, приборы. Есть уже вот энное количество, которое уже работает и на что-то уже влияет. Вот на настроение людей, на отношения людей и так далее. Вот есть такое? В городе Сухум сконцентрировано, закуплено 1200 приборов учета. Реализован проект, установлены эти приборы учета, мы наблюдаем колоссальный эффект, конечно, от использования этих приборов учета в тех местах, где были
установлены эти приборы учета, ранее наблюдался перегруз трансформаторных подстанций, ТПшек. 630 трансформатор вышел за номинал и находился в аварийном перегрузе. После установки прибора учета на нем освободился запас мощностей. То есть проводники работают в номинальном режиме, экономия электроэнергии существенная, прозрачность в сетях, мы наблюдаем полную прозрачность. Если кто-то решил незаконно присоединиться к этой линии, это все мониторится. То есть мы получили отличный эффект в направлении и финансовом тоже. Собираемость составляла около 22-23% в этих местах. На данный момент около 90% собираемости в этих зонах получилось. То есть колоссальный эффект, тестовая программа, тестовая версия этого проекта показала колоссальный эффект, что это надо внедрять и дальше в этом ключе работать. Вообще, мне кажется, что люди, которые очень мало заработают и даже живут на пенсиях и так далее, они всегда стараются не иметь долги перед государством. Они, мне кажется, что даже больше и более честно платят, чем люди, у которых есть более серьезные возможности, чтобы это делать вовремя. Когда есть такого рода контроль, и когда прибор учета, то есть без оплаты он просто отключает электроэнергию, абонент, наверное, все-таки вынужден будет прийти и оплатить электроэнергию. Надо заметить, что мы все живем в Абхазии. Мы обсудили много вопросов, но в то же время целый ряд вопросов, которые мы затронули, я бы не сказала, что мы их договорили, что мы их отработали. И у нас разговор остается незавершенным, и очень много вопросов, которые мы можем обсудить, кстати говоря, в следующий раз, в следующей передаче. Например, очень хотелось бы обсудить такие вопросы, как более детально вопрос о законе нашем, об энергетике, значит, вопрос об инвестициях, значит, и еще один вопрос, который хочу с вами обсудить в следующий раз, это вот вопрос прозвучал на соседней, скажем, вот стороне среди грузинских экспертов, если не ошибаюсь, было вот такое высказывание о том, что если бы на абхазской стороне, имеется в виду вот этот комплекс Ингургеса, да, построили бы гидроаккумулирующую станцию, цена вопроса очень серьезная, но говорится о том, что при такой станции Абхазия надолго, без проблем абсолютно была бы обеспечена электроэнергией. Что это такое? Что это за станции? И вообще, можно ли вести разговор об этом? И, кстати, там же было сказано о том, что вопрос об этом надо вести не с Абхазией, а с Россией. А почему именно с Россией? О чем идет разговор? Обо всем этом в следующей передаче. Спасибо вам большое. Это была Аргама.